Обращаясь сторона, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Постоянно. Нет, у меня нет вопросов. Пожалуйста, в микрофон ответьте. Нет. Шленко. Айдар Хасмалевич, у вас есть вопросы к представителю? Разрешите, у меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Азиз Джаркамбаевич, вот вы можете уточнить, да, извиняюсь, можете уточнить именно в чем выражается неопределенность отдельной нормы ГПК? Какой именно? Ну вот вы остановились, что имеется неопределенность в отдельной норме Гражданского процессуального кодекса. Вот смотрите, да? Что-то я здесь не понял ваши мысли. Статья, получается, определение частной жалобы, оно связывает с тем, что кто может подать частную жалобу, это участники процесса, да? То есть здесь все заключается именно в статусе самого заявителя. Но между тем есть такое понятие, как лица, участвующие в деле. Не участники процесса, а лица, участвующие в деле. И лица, участвующие в деле, согласно ГПК, это не только стороны, это не только эксперты или прокуроры и так далее, это еще и заявители. А заявители в порядке статьи главы 17 прим. 1, они могут заявлять свои определенные ходатайства, которые не разрешены, то есть в том числе и по обеспечительным мерам, которые не разрешаются этими статьями. Они в порядке главы 17 прим. 1 могут подавать заявления по судебным материалам, предусмотренным данными статьями. И когда судья отказывает только на основании того, что лицо не является, как говорится, участником процесса, вот здесь возникает неопределенность в понимании статуса самого лица. То есть фактически суд мог принять к рассмотрению и решить этот вопрос, не отказывая на том основании, что оно не является участником. Фактически вот этот пункт 1 статьи 148, это же не вопрос обжалования, это вопрос отмены в рамках процесса. То есть когда когда стороны говорят, что уже необходимость в аресте отпала, я заявляю свое, как говорится, ходатайство о том, чтобы отменить арест. Это не апелляционное обжалование, это не обжалование в порядке частной жалобы. Это вот 148 статья, это регулирует вопрос уже рассмотрения в ходе судебного процесса. А вопрос уже обжалования... Круг лиц там, да. Именно конкретно вопрос о круге лиц идет. Ну, круг лиц — это кто имеет право... Вопрос рассмотрения, это понятно. По заявлению лиц, опять же, участвующих в деле. Но опять же, участвуют в деле не только стороны, но еще и заявители. То есть заявитель имеет в рамках и статьи 17 прим. 1 войти в дело, не являясь третьей стороной. То есть они могут заявление подать, зная о том, что это решение нарушает их права. То есть с просьбой отменить это решение. То есть я считаю, что здесь вот немножко тоже надо было стороне, как говорится, ИСУ или там заявителю использовать эти механизмы, да? Но при этом и суд тоже должен тогда был сослаться на это. То есть я вообще считаю, что суд должен был отказать в принятии апелляционной жалобы, поскольку четко в ГПК указано, что такие вопросы разрешаются через частную жалобу. То есть надо было, наверное, уже или там же указать, что вы должны обратиться именно с частной жалобой. Можно еще один вопрос? Да. Это Вот вы представляете исполнительные ветви власти, и как исполнительный орган, у вас имеются какие-либо там вопросы к рассмотрению повестки дня, вот именно касающиеся в части защиты третьих лиц? Вот хорошо, вы остановились, выступили, но там у вас имеются какие-либо там планы, какие-то по защите в части, да, законодательства, по защите прав третьих лиц? Ну, данный вопрос сейчас только возник, да? То есть я все время пытаюсь сказать всем, да, что Министерство юстиции, несмотря на то, что все хотят, чтобы мы постоянно совершили законодательство, мы не являемся правоприменителями. Мы не знаем всех проблем правоприменительной практики, чтобы реагировать на них. Поэтому сейчас мы в рамках концепции правовой политики ведем эту работу, собираем все проблемы, решаем их. Вот сейчас такая проблема появилась, вот мы и предлагаем, ну, в принципе, здесь я не думаю, что это проблема серьезная. Может быть, частную жалобу убрать, определение, что это только участники процесса, как, например, в Российской Федерации то же самое, там нету четко определения частной жалобы, что только участники процесса могут предъявить. Я не знаю, но здесь надо уже на усмотрение Конституционного суда, и уже дальше уже будем думать. Ясно. Уважаемые судьи, есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Ваша позиция понятна, присаживайтесь.